Джастин, брать интервью — это часть моей работы, и большое тебе спасибо, что согласился. Я понимаю, что после боя довольно сложно что-то говорить, ведь играет адреналин и все такое, но исходя из того, как закончился бой с Хабибом, что у тебя в голове? Ну, на самом деле я даже рад. Рад испытывать эти ощущения. Со звуком гонга я испытываю невероятное. Я думаю, больше никто не любит это так, как это люблю я. Знаешь, я понимал, что если предстоит проиграть, то я нисколько не боюсь быть задушенным. А вот быть вырубленным дерьмово, ведь из-за этого бывают повреждения мозга. А быть задушенным, ты видишь приятный короткий сон и ждешь следующего боя. А вообще дерьмово, у меня есть повреждения эмоциональные. Но в конце концов, такова наша игра. Больших проблем не было. Еще несколько ударов по ногам, и он не смог бы ходить. Он ходил бы на костылях следующие недели 3, но гордиться мне нечем, ведь я проиграл. Опять же, я ощутил себя живым и за это благодарен. Перед этим боем атмосфера была накалена. И насчет твоего геймплана, чего вы ожидали от Хабиба в этом бою? Я понимал, что он захочет меня уронить. Я был очень сосредоточен. И думаю, я очень хорошо справился. Мне хорошо удавалось контролировать дистанцию, ставить ловушки и наносить урон. И урона было много. Должно было быть 5 раундов, и мне нужно было быть лучше на земле. Но все же, я настолько сильно люблю ударку и обожаю драться, но чтобы быть лучшим, нужно быть лучшим во всем. И сейчас Хабиб в грэпплинге лучше меня. И, наверное, это то, на что мне нужно обратить особое внимание. Да, я вижу, что ты уже прямо сейчас готов вернуться в зал. Ведь, по твоим словам, ты готов вернуться в бой через 6-8 недель. Как думаешь, это реально? Я пропустил всего 2 или 3 удара, но хороших, по голове. Когда на тебе проводят удушение, я не доктор, но, как по мне, от этого никаких серьезных повреждений нет. Я люблю соревноваться, и Хабиб ушел, а значит, пояс свободен. Но все же я надеюсь, что он обдумал этот шаг. Я не считаю, что кому-то вообще нужно принимать такие решения сразу после боя. Ведь это очень эмоциональный момент. Победа или поражение. Никто из вас не понимает, что мы испытываем, с чем в этот момент имеем дело, внутренне. Он потерял своего отца, и я даже не представляю. И не хочу представлять, через что он прошел. После боя я подошел к Хабибу и сказал, насколько его отец им гордится и тем, чего он добился. Джастин, ты большой молодец. Да, титул теперь вакантен, и мы к этому вернемся. Но, похоже, в легкой весовой теперь начнется суматоха. Как думаешь, что ожидает эту категорию теперь? Думаешь, будешь еще драться за пояс? Может, у тебя на уме есть какой-то определенный боец, с кем хочешь боя? Хабиб ушел, и я теперь номер 1. У Макгрегора и Порье будет бой. Решение Хабиба официальное, и Конор теперь захочет пояс назад. И я его жду. Если титульник отдадут кому-то другому, так тому и быть. Но я буду готов, ведь это моя работа, и это моя жизнь. И я это сильно люблю. Большое тебе спасибо за то, что согласился дать интервью и вообще поговорить. Ну, знаешь, перед этим боем я писал, что никогда не позволю разочароваться во мне моему племяннику. Но поражение — это еще не все. Я 2 раза проиграл и в итоге дрался за пояс. В этом мире не так много людей, не так много экспертов. Я о тех, которые сидят на диване, которые думали, что я здесь окажусь после моего поражения Порье. В это верил мой тренер и верил я. Ведь я люблю соревноваться очень сильно. Так что, знаешь, почему бы и нет? Погнали! Джастин, большое спасибо, что присоединился. После боя ощущалось, что скорость боя была невероятной. Расскажи нам, как это было? Было классно, я чувствовал себя живым. Для этого я и дерусь. Это было... Этого парня очень сложно побить. С тем, как и за что он дерется. Мы все деремся за что-то, но... Сложно побить эту мотивацию. Он дерется за что-то особенное. И я был готов, как и всегда. Он был лучше сегодня. Ты сказал ему что-нибудь, когда он был там, переполнен эмоциями? Расскажи, что ты ему сказал?
Я сказал, что очень сожалею о его утрате, но он дал отцу повод для гордости. Это много говорит и о тебе самом, твое поведение, по-мужски. Было здорово, что Хабиб ответил тебе добрым словом после боя, потому что уважение много значит в ММА, и отчасти поэтому ты этим занимаешься. И услышать такое от чемпиона, о тебе... Знаешь, прямо сейчас мне больно. Никто не может облегчить эту боль. Это мое дело. Мне надо вернуться домой и разобраться с этим, потому что в октагоне я всегда один. Я слышал много ободряющих слов, и я думаю... Я заставил многих людей гордиться тем, что я вышел на бой. Я был там, был готов. Подготовка, которую я прошел, просто невероятно. И люди оценили это. Люди, которых я знаю, с которыми я пересекался. Поэтому они и болеют за меня, потому что я пахарь. И как я себя веду, я здесь, чтобы они мной гордились. Я иду дальше. Ты вернешься домой и будешь делать свое кулинарное шоу. Ты говорил об этом ранее, с племянниками и племянницами, все верно? Ну, Хабиб ушел из спорта, а у меня есть еще работа. Нужно заполучить этот пояс. Какие планы? Прямиком в зал или немного отдохнешь? Он 2-3 раза хорошо попал мне по голове, но... Обычно, когда тебя душат, ты просто засыпаешь. Потом ты просыпаешься, и никакого серьезного вреда от этого нет. Так что я молод, я в форме. Я не хочу долго отдыхать. Пояс снова на кону. Если Хабиб уйдет, он сказал, что уходит, но может быть, если завтра он передумает, без проблем. Он был так эмоционален, особенно после боя, после победы, после всего, что он прошел. Эти эмоции должно быть особенные. Я сочувствую ему, и я надеюсь, что это не было... Не было решения, принятое под действием момента. Если он так решил, то я считаю, он это долго обдумывал, потому что мы не должны принимать решения сразу после боя. Я видел, ты немного поговорил с родителями после боя, с большой любовью. Расскажи об этом. Они видели, как их сын пролетел полмира, чтобы драться за титул чемпиона. Да, моя мама сказала сегодня, или это вчера было, кто бы мог подумать, когда ты начинал, что мы будем лететь через полмира. И это для меня тест. Родители. Большинство из них должны говорить детям, ты можешь стать кем захочешь. Но после этого они должны сказать, что дети должны жить каждый день, должны работать для этого ежедневно. Тебе надо ценить неудачи, ценить падения. Но ты никогда... Из тебя ничего не выйдет, если только не будешь пахать каждый день. Это то, что они должны говорить сразу после того, как говорят, что ребенок может стать кем хочет. Прекрасно, ты пример для многих людей. Проживи этот момент. Твой путь не закончен, и мы рады будем следить за ним на BT Sport. Совсем не закончен.